Группа прибыла в Абхазию из города Воткинской республики Удмуртия. Помощь понадобилась Анне Селезневой. Ранним утром 10 августа вертолет Ми-2 спасательного ведомства страны доставил травмированную туристку и ее дочь-подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. По словам Селезневой, маршрут движения оказался совсем не таким, каким он изначально представлялся группе. Ливни размыли все пути. И очень высокие подъемы, и нас вот эти папоротники, Альпы, которые там высотой нас скрывали трава, и внизу камни, очень сложно было подниматься, и высокие очень подъемы, таких гор мы как бы не встречали высоких. МЧС Абхазии было категорически против заявленного маршрута данной туристической группы в район перевала Химса. Тем не менее, инструктор Валерий Попов фактически подверг всю группу неоправданному риску. Он на самом деле сам не ожидал, что так будет, потому что по описаниям мы шли, у него трек был проложен по описаниям там группы, которые прошли, и надеялись, что мы пройдем, но вот так сложилось, что... Запасы провизии, взятые туристами с собой, практически на исходе. И, по словам Анны Селезневой, маршрут обратного следования группы к побережью вызывает немало опасений. 4, даже 5 человек, они достаточно подготовленные. Очень переживаем за женщину, которая, учительница, она 50 там, с лишним лет, она как бы слабенькая. И обратно идти, там есть такие, если они пойдут по сухому руслу обратно, там высота, веревка тонкая, я не знаю, как они там будут. Вот если вот разматывать обратно, и когда мы шли второй день, там как серпантин, там очень высокие такие обрывы, и там размытые дороги, нету почти ее. Мы просто вот на палках, можно сказать, над обрывом висели. В МЧС Абхазии возникло немало вопросов к руководителю группы Валерию Попову по части формирования и подготовки группы, включения в ее состав несовершеннолетнего подростка и выбору данного особо сложного маршрута. Во-первых, надо быть, наверное, подготовлены быть. Мы немножко и эмоционально не подготовлены к такому оказались, психологически не готовы. Физически готовым быть, снаряжение должно быть соответствующее. И, конечно, тогда должен быть трек проложен полностью, путь от точки А до точки Б окончательный. Хотя трек у нас был проложен, вроде мы шли по нему не сбиваясь, но путь просто очень сложный. Сотрудники МЧС Абхазии находятся на постоянной связи с основной группой и в случае необходимости готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию. Однако, по словам руководства МЧС, спасатели будут выходить в правительство с законодательной инициативой, позволяющей взимать с руководителей и участников подобных групп все затраченные на их спасение средства.